Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. 13 февраля на посту ГАИ Эшера с сотрудниками МВД Республики Абхазия были остановлены автомашины «Опель» под управлением Хаджарата Ашуба с пассажиром Эмзаром Канхва и автомобиль «Ниссан» под управлением следователя УВД по Учимчирскому району Мусы Канхва с пассажиром Нукзаром Канхва. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в ходе осмотра автомашин были обнаружены и изъяты незаконно хранимое огнестрельное оружие, более 40 грамм наркотического вещества метадон, а также 29 купюр достоинством 5000 рублей. Денежные знаки в рамках проверки были направлены на экспертизу в Национальный банк Абхазии и, согласно заключению эксперта, признаны фальшивыми. Генеральная прокуратура обращается ко всем юридическим и физическим лицам быть предельно бдительными при денежном обороте. Призывает проверять купюры при помощи специальных устройств. В случае выявления подозрительных денежных знаков обращаться в правоохранительные органы. В республиканской больнице подвели итоги работы за прошедший год. Во встрече принял участие министр здравоохранения Томас Сахнаки. Подробности в материале наших корреспондентов. В республиканской больнице на сегодняшний день работают 147 человек. Это на 103 врача больше по сравнению с 2010 годом. Из них 7 кандидатов медицинских наук. 22 врача имеют высшую категорию, 16 – первую. Укомплектованность младшим персоналом возросла до 96%. Коечный фонд больницы составляет 410 коек. Только за последние 3 года фонд увеличился на 44%. На это количество коек в 2017 году было госпитализировано 8269 человек. На 100 коек роддома госпитализировано 3473 больных, а это на 45 человек меньше, чем в предыдущем. В ЦРБ функционируют 9 отделений. Процентов 85 есть укомплектованность. Не хватает еще в некоторых отделениях для несения круглосуточного дежурства по определенным специальностям. И мы вопрос ставим перед Минздравом, а Минздрав имеет связь с теми нашими молодыми гражданами нашими, которые по лимиту были направлены на учебу. Они многие уже завершили учебу в вузах, но проходят повышение квалификации. Кто-то в аспирантуре, кто-то в ординатуре. И восстанавливая связь с ними, какие специальности востребованы, они в будущем будут уже подготовлены приезжать. На сегодняшний день в больнице созданы все необходимые условия для оказания как первой, так и экстренной помощи больным. Компьютерный томограф у нас лежит, поломанный, но это дорогое удовольствие, его отремонтировать тоже определенную хорошую копейку садится, но есть надежда, что в ближайшем будущем этот томограф тоже будет отремонтирован. В бюджете у нас заложено по возможности, конечно, бюджет тоже не безразмерный, по возможности мы стараемся обновлять этот инструментарий, приборы, которые необходимы для ежедневной работы. Заведующие отделения и врачи ЦРБ рассказали о своей работе за отчетный период. К примеру, врач-хирург отделения общей хирургии Кудис Атрапш провел статистику обращения граждан в отделение. В 2017 году поступило 1021 человек, выписано 904, умерших 45, операций произведено 519, из которых плановые 215, экстренных 375. Что хирургическая активность составила 62,2%, послеоперационная летальность 3,4%, общая летальность 4,7%. Значит, по сравнению с 2016 годом наши показатели улучшились. Значит, при практически одинаковом количестве поступивших и выписанных больных операции больше и летальности стало меньше. После отчетов всех отделений республиканской больницы министр здравоохранения Томас Сахнаки отметил работу ЦРБ за 2017 год как удовлетворительную. В организации работы республиканской больницы произошли соответствующие изменения в рамках реализации закона о здравоохранении. Мы создали клинико-экспертный отдел для проведения всех необходимых разборов сложных случаев, клинических обоснованных случаев, сложных в практике и ряд других преобразований.
Министр заверил, что в больнице в порядок будет приведена компьютерная томография после ремонта оборудования. Будет реализована программа по Центральному банку крови и целевая ведомственная программа для оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи в реконструктивной, ортопедии, нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии. Рената Шакая, Тимур Губохи, Абхазское телевидение. В продолжение темы об оснащении больниц и школ Международный благотворительный фонд Абхазия продолжает инициированный им проект оснащения необходимой техникой школ и больниц страны. Сария Смар продолжит тему. В наш век высоких технологий очень сложно обходиться без технического оснащения в любой организации, будь то школа, больница или же офис учреждения. На сегодняшний день в Абхазии не все школьные заведения могут похвастаться хорошей оргтехникой. Часто в классах не хватает компьютеров, а принтеров и полотен для проведения презентаций практически нигде нет. В конце прошлого года благотворительный фонд Абхазии взял на себя ответственность исправить эту ситуацию. На сегодняшний день помощь оказана более 15 школам, а также детским садам и государственным учреждениям страны. Акция продолжается, и сегодня ее инициаторы преподнесли в дар республиканской больнице оргтехнику. Сегодня мы по просьбе Управления ГАИ Республики Абхазия в виде исключения передали в дар республиканской больнице оргтехнику, состоящую из 3 компьютеров, 1 ноутбука, 2 принтеров, проектора и полотна. Мы надеемся, что данный подарок сможет более или менее как-то облегчить повседневную работу нашим докторам. Руководство больницы такой подарок считает большим подспорьем в своей работе. Вся техника будет установлена в отделениях, где ее особенно не хватает, но экранный проектор установят в конференц-зале. Здесь на нашей базе проводятся научно-практические конференции. У нас есть конференц-зал, который проводит все медицинские мероприятия, связанные с нашей деятельностью. Безусловно, оснащение на сегодняшний момент является базовым фактором для правильной подачи информации для наших коллег, для медиков. В связи с этим хочется поблагодарить благотворительный фонд Абхазия и самые теплые слова хочется сказать ГАИ нашему. В Ватсонской абхазской средней школе сегодня 72 учащихся. Несмотря на отсутствие капитального ремонта, руководство школы старается создать своим ученикам комфортные условия для их обучения. Здесь даже есть специально оборудованный кабинет для занятий спортом. Вот только компьютерного класса здесь нет, и дети не изучают информатику. В школе хоть и есть несколько компьютеров, но этого недостаточно. Благодаря фонду Абхазия теперь ситуация изменится в лучшую сторону. Ведь у школы появилось еще 2 компьютера, ноутбук, принтеры и много другой техники. В силу того, что в школах обучается небольшое количество людей, я думаю, что необходимо компьютеризировать все классы. Обязательно должен быть компьютерный класс. Поэтому им надо помогать не только благотворительным организациям, но и в целом государству. Для нас, конечно, большая радость, потому что эта техника у нас есть чуть-чуть, но, конечно, такой техники не было у нас, на самом деле. Спасибо большое, еще раз говорю, тому, кто нам привез вам. Ну, от лица родителей и администрации села, от жителей села я выражаю благодарность, большую благодарность благотворительному обществу Абхазии. Мы также желаем и другим селам, другим школам, значит, чтобы вы их посетили, также обрадовали детей. Ну, это многое значит для наших детей. Продажа так называемых красивых госномерных знаков продолжается. Уже сегодня акция благотворительного фонда считается успешно реализованной, ведь за спиной у организации не одна полностью укомплектованная техникой школа. Сария Смыр, Саида Гухава, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Тренинговый семинар для предпринимателей Абхазии при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы пройдет в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме 27-28 февраля. Программа семинара включает в себя несколько тем, в их числе основы бизнес-планирования, стратегическое планирование, финансовое управление и другие. Принять участие в обучающем бизнес-тренинге могут все желающие. Детский танцевальный ансамбль «Кудры» из села Уарча Гулрыбского района по приглашению главы муниципальной организации «Щегловское сельское поселение» Юрия
Паламарчука с 14 по 18 февраля находился в поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области, где ансамбль дал 2 сольных концерта, которые посетили представители разных кавказских диаспор, абхазские студенты, которые учатся в Санкт-Петербурге. Ансамбль в поездке сопровождали глава администрации Гулрипского района Аслан Барателия, директор отдела культуры района Валентина Пицевич, а также родители маленьких танцоров. Между Гулрипшем и муниципальной организацией «Щегловское сельское поселение» были заключены договоры о дальнейшем культурном сотрудничестве. Во время поездки для детей была организована экскурсия по историческим местам Санкт-Петербурга. В столице Республики Сербия в издательстве «Драслар Партнер» вышел роман абхазского писателя Даура Начкебия «Берег ночи». Перевел книгу на сербский язык Жарко Миленич. Написанный на русском языке роман Даура Начкебия «Берег ночи» впервые был издан в Москве в 2007 году. В романе повествуется об Отечественной войне народа Абхазии и послевоенной жизни. Автор романа Даур Начкебия в 2017 году был удостоен государственной премии имени Дмитрия Гулия в области литературы, искусства и архитектуры. Ранее, в 2013 году, книга была издана в Боснии и Герцеговине. В прошлом году книга вышла в Колумбии. Ее перевела кубинская переводчица Марсия Гаска. Кроме того, роман переведен и на армянский язык. Автор перевода — известный в Армении журналист и переводчик Карл Яланузян. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 3-8, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.